В этом году старейшая школа Сосногорска, Кадетская, отмечает 60-летие. В юбилейный год и накануне здесь произошли большие перемены. Благодаря победе в грантовых конкурсах и программах удалось значительно обновить материально-техническую базу, новый электронный тир и усовершенствованный стационарный и отремонтированный спортзал и оборудование для лазертага. Обо всем этом Евгений Стокас. Эти мальчишки и девчонки стреляют в мишени и собирают автомат на скорость не хуже военнослужащих. Разборки, сборки автомата. Приступить. Это часть их регулярного учебного процесса в школе, поскольку школа необычная, кадетская, к слову, единственная в республике. С 2004 года отсюда выходят не просто выпускники, а настоящие бойцы. А для качественного учебного процесса им нужны не только стандартные школьные кабинеты и принадлежности, но и тир, учебное оружие и многое другое. В 2018 году наша школа участвовала в проекте «Народный бюджет». Мы стали победителями, это нам позволило улучшить нашу материально-техническую базу. В частности, был проведен электронный тир, который позволяет заниматься подготовкой именно непосредственно в учебном заведении, в классе. А также мы улучшили стационарный тир, более обновили его, приобрели мебель для стрельбы, новые винтовки, пулеулавливатели, маникуляры, ну и также освещение было заменено, плюс стенды появились по стрельбе. Заниматься военной подготовкой на старом оборудовании – это как информатикой, программированием, моделированием на ветхих компьютерах, поясняет директор школы. Поэтому эффект от приобретений уже ощущают. Сосногорские кадеты занимают исключительно призовые места на соревнованиях по стрельбе. Впрочем, программа регулярных соревнований и слетов, в которых участвуют кадеты, обширна. Везде в планах уже включают именно соревнования по лазертагу. Надо соответствовать, надо, чтобы ребята, естественно, знали этот вид спорта, так скажу, и, естественно, были готовы. Благодаря победе проекта «Метка в цель» для кадетской школы было закуплено 8 комплектов лазертаг оборудования. Заодно отремонтировали и спортзал, где проходят все важные мероприятия школы, в том числе занятия по лазертагу во внеурочное время. Сегодня эта очень игра распространена у молодежи, и уже многие организации, команды играют. Куда мы выезжаем на слеты, там требуется уметь это делать. Вначале мы учились на ходу, то есть приезжали, смотрели и где-то здесь просились играть. Но сегодня это удобно натренировать, уже уровень другой. И ребята азартно, вот им давайте. То есть они увлекаются. Ну а здесь уже что? Это из военной подготовки начальной, это тактика передвижения на поле боя. Да? То есть нужно думать, это не только бегать. Да? А еще как передвигаться, как прятаться. Ну и сегодня это в рамках зала, а также мы еще в окружающей среде работаем. Это где? В лесу, естественно, укрытие где. Там уже другая тактика, там дистанции больше. Но это интересно, это современно, и таких затрат больших не надо. Заряжай оружие, имеется в виду от сети, и играй. В ближайших планах расширять базу оборудования для лазертага, закупать дополнительные модули, препятствия, укрытия, делится директор учебного заведения. А в целом идей множество и есть что совершенствовать. Поэтому без участия во всевозможных грантовых конкурсах и программе «Народный бюджет» не обойтись.